Уважаемые коллеги, мы сегодня по протоколу рассматриваем структуру, вернее, не структуру, а разработку основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования. Разработка этой ОПОП связана прежде всего с изменениями в законодательстве и в связи с тем, что мы должны внести в ОПОП программу воспитания. И поэтому, значит, первое выступление – это мое. Разработка основной профессиональной образовательной программы, вы видите ее на экране. Затем вопрос, связанный с развитием системы воспитания профессиональных образовательных организаций Республики Коми, современные тенденции. Мы заслушаем Кидайгородскую Галину Владимировну, ректора ГАУ ДПО КРИРО. И затем поделится опытом деятельности классного руководителя в профессиональном образовательном учреждении преподавательского Токарско-политехнического техникума Яна Александровна Можигова. В связи с тем, что в КРИРО я нахожусь именно в этом образовательном учреждении, в этой образовательной организации, проходит очень много в это время вебинаров. Формат наших выступлений будет следующим. Мы будем меняться местами перед видеокамерой. И поэтому между выступлениями у нас будут некоторые заминки, так сказать. Поэтому просим не уходить. Это связано с чисто техническими проблемами пересадки, то есть с одного места на другое. Итак, уважаемые коллеги, по времени наше заседание мы рассчитываем, что закончится оно у нас где-то в 16:20, в 16:30, где мы подведем итоги. И те вопросы, которые вы мне будете задавать, давайте сегодня мы их отработаем в письменном виде, если они у вас появятся. Либо, значит, я прошу вас написать на электронную почту к Марии Владимировне эти вопросы, потому что сразу, может быть, они у вас не возникнут, а возникнут после просмотра одного документа, который я предложу для рассмотрения. И на эти вопросы я постараюсь ответить на следующем заседании РУМО. На самом деле сама программа ОПОП, она достаточно сложная, разработка основной профессиональной. Эта проблема очень сложная. И поэтому так много было вопросов, когда мы составляли план работы РУМО. Очень много было вопросов, связанных с разработкой основной профессиональной образовательной программы. Итак, значит, 2020 год внес в нашу жизнь не только COVID-19, но еще большое количество законодательных инициатив. Это и изменения в Конституции. Мы голосовали с вами за внесение поправок. В июле вышла новая редакция закона об образовании. И связанный с этим, в связи с выходом закона, новой редакции закона образования, связанный с этим выход новой линейки приказов нашего профильного министерства, которые существенно вносят коррективы в образовательный процесс. Кроме этого, в 2020 году появились новые ФГОС СПО, а также внесены изменения в действующий ФГОС. Я думаю, вы отслеживаете эту ситуацию и понимаете, что уже
в марте, как минимум, уже надо начинать работу с новыми ФГОС и с теми изменениями, которые внесены в действующий ФГОС. То есть в 2021 году предстоит огромнейшая работа всех образовательных организаций республики по внесению изменений в действующий АПОП и в разработку новых АПОП. Уважаемые коллеги, очень часто приказы, которые издаются по регулированию образовательной деятельности, воспринимаются нами как нечто такое очень сложное и достаточно формальное. Из-за того, что приказов, особенно в последнее время, издается очень много, мы зачастую копируем просто их название и вставляем в АПОП. Однако сейчас, в связи с выходом новой редакции закона об образовании, это просто не сработает, просто потому что вышли приказы, на основании которых мы структурируем и формируем АПОП, а также вносим изменения в наши локальные акты. Поэтому, как минимум, нам их надо вычитать, и с помощью них и закона об образовании оформить ту основу, на которой будут базироваться основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. Следующий слайд. Значит, это приказы, которые обеспечивают прием. Это новый приказ от 2 сентября 2020 года номер 457 о подтверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. Это новая редакция нашего любимого с вами 464 приказа. Редакция вышла в августе, 28 августа 2020 года. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. Кроме этого, произошли глобальные изменения в организации практики, введено понятие «практическая подготовка». В связи с выходом тоже в августе 2020 года приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, значит, приказ номер 885 390 о практической подготовке обучающихся, который заменил прежний приказ, связанный с практикой. Ну и выпуск. Это приказ от 16 в редакции от 17 ноября 2017 года с изменением от 21 мая 2020 года о подтверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Ну и не лишним будет сказать о том, что у нас появилась новая редакция приказа, правда, она 2019 года, об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов. Ну, этот приказ, может быть, напрямую не влияет на обучение, и так же, как и не влияет на обучение 457 приказ, потому что этот приказ идет у нас по приему, и на АПОП он, собственно, не оказывает особого влияния, но, тем не менее, нам тоже надо его знать и обращать внимание. То есть все вот эти приказы оказывают существенное влияние на формирование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. Кроме этих приказов, влияние, естественно, на формирование АПОП оказывают также и федеральные государственные образовательные программы, федеральные государственные образовательные стандарты, по ряду которых внесены изменения. Изменения вышли совсем недавно, их порядка 47
федеральных государственных образовательных стандартов, а также вышли новые стандарты среднего профессионального образования поколения 4. Кроме этого, казалось бы, на разработку основных профессиональных образовательных программ оказывают примерные программы, примерные образовательные программы среднего профессионального образования. К сожалению, существует федеральный перечень или федеральный реестр данных программ, но он очень неравномерно пополняется этими программами. Часть профессиональных примерных образовательных программ до сих пор не утверждена. И также мы для формирования АПОП СПО должны использовать примерную программу воспитания для среднего профессионального образования, которое находится, к сожалению, в стадии разработки. Как быть вот с этими примерными программами, потому что задаются вопросы, насколько точно мы должны исполнять эти примерные образовательные программы, и что делать с письмами, рекомендациями, которые для нас направляет Министерство просвещения. Скажу сразу, что в законодательной практике, в законодательной вертикали писем и рекомендаций нет. Эти документы относятся к пожеланиям, предложениям и советам, не обязательным к исполнению. И когда Минпросвещение выпускает рекомендации, оно лишь протягивает нам руку помощи, предлагает нам документ, от которого мы можем оттолкнуться, но не обязаны полностью исполнять этот документ. На особом счету у нас примерные основные образовательные программы, к ним отсылают нас ФГОС СПО, так как ФГОС СПО, так и ФГОС среднего общего образования. Однако, если посмотреть в закон об образовании, статья 12, следующий слайд, там говорится в части 7, что организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает образовательные программы в соответствии, я подчеркиваю, с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Это означает, что мы их учитывают, но это не означает, что мы их, безусловно, используем, применяем от корки до корки. И какие-то подходы к организации обучения, вернее, из них мы можем применять какие-то подходы к организации обучения. Мы можем использовать наименование дисциплин, МДК, наименование профессиональных модулей, наименование кабинетов, лабораторий, перечень оборудования, потому что в ФГОС 4-го поколения этих материалов, этих характеристик нет. Следующее. Таким образом, основная профессиональная образовательная программа, извините, пожалуйста, здесь вот какая-то ссылочка появилась, ничего страшного. Опа. Какое-то телевидение. Меня все равно видно, да? Извините, пожалуйста. Таким образом, АПОП разрабатывается на основе федеральных государственных образовательных стандартов, но с учетом
примерные образовательные программы среднего профессионального образования, федеральный реестр, который вы видите, ссылку на федеральный реестр, который вы видите на экране, и примерные образовательные программы среднего общего образования. Реестр примерных основных общеобразовательных программ тоже я ссылочку здесь оставляю. А письма и рекомендации при формировании АПОП мы оставляем на свое усмотрение. Почему я на это обращаю ваше внимание? Но обратимся к статье 12. Следующий слайд. Здесь мы прочитаем внимательно с вами часть 5 этой статьи, что образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющих образовательную деятельность, если в настоящем федеральном законе не установлено иное. Почему я подчеркиваю самостоятельно утверждается? То есть если самостоятельно, значит мы несем полную ответственность за разработку основной профессиональной образовательной программы, и поэтому наша основная профессиональная образовательная программа должна быть составлена в соответствии строго в соответствии с законодательством. Иначе при проверке эти отклонения от законодательства будут выявлены, и вам придется вносить в АПОП существенные изменения. Кроме этого, я хотела бы обратить внимание, и это, скорее всего, что на следующем РОМО мы с вами рассмотрим примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы, потому что примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы. В тех изменениях, которые идут в ФГОС, в которые были включены в наше ФГОС в 2020 году, как раз речь идет и напрямую речь идет и вот об этих документах. К сожалению, я еще раз хочу подчеркнуть, что примерной рабочей программы воспитания среднего профессионального образования до сих пор нет, но включить в состав АПОП СПО мы уже должны ее до 1 сентября 2021 года. Будем ждать и надеяться, что в марте эта примерная программа появится, а если нет, то я в конце своего выступления скажу, что же мы будем делать, если этого не произойдет. Следующий слайд. Прежде чем подойти к структуре основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, давайте вычитаем, что закон об образовании вкладывает в понятие образовательная программа. Образовательная программа – это комплекс основных характеристик образования, объем, содержание, планируемые результаты и комплекс организационно-педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Слово «практик», значит, в законе образования нет, но ее можно включить в иные компоненты, а также оценочных и методических материалов, а также предусмотрено настоящим федеральным законом в случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы и форм аттестации. Уважаемые коллеги, исследуя вот этой статье, нам необходимо и выстроить структуру АПОП. Следующий слайд.
Здесь я представляю на ваше рассмотрение или на ваше обсуждение ту структуру АПОП, которая проверяется при аккредитации и проверке качества основной профессиональной образовательной программы. И вот этот перечень, который я представила здесь на слайде, значит, устанавливает принцип формирования АПОП. Поэтому проверьте, пожалуйста, себя, потому что я являюсь экспертом по аккредитации, и именно проверяя основные профессиональные образовательные программы, которые у нас расположены на сайте образовательных организаций, можно видеть о том, что существует отклонение вот от этой структуры АПОП, и, соответственно, образовательная организация по этому поводу получает соответствующие замечания. Поэтому проверьте себя, все ли характеристики есть в вашей разработанной образовательной программе, а при разработке новой основной профессиональной образовательной программы также ориентируйтесь на данную структуру. Она вытекает из закона образования. Следует сказать, что такая структура АПОП применяется как для программ подготовки специалистов среднего звена, так и программ подготовки квалифицированных рабочих служащих. Сразу оговорюсь, что эта структура характерна для формирования основной профессиональной образовательной программы для принятых на обучение на базе среднего общего образования. Но большинство образовательных организаций Республики Коми реализуют программы на базе основного общего образования. АПОП на базе основного общего образования имеет другую структуру, потому что кроме требований федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, здесь включается и федеральный образовательный стандарт среднего общего образования. А ФГО среднего общего образования устанавливает дополнительный комплекс характеристик, которые мы также должны реализовать. Следующий слайд. Так, смотрите, пожалуйста, вот в левой колоночке я представила ту структуру АПОП, которая характерна для АПОП СПО на базе среднего общего образования, и то, что нам рекомендует ФГО СО по формированию АПОП, какие характеристики мы дополнительно должны включить. Посмотрите внимательно. Значит, черным цветом выделены комплекс характеристик, который вытекает из закона об образовании и которые мы должны с вами сформировать. Красным цветом выделены полностью совпадающие характеристики. Например, пояснительная записка и там, планируемые результаты у нас есть, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных предметов и курсов. Зеленым цветом вы можете увидеть, что идут у нас предметные характеристики, предметные совпадения, но отличие лишь в наименовании характеристик. Например, содержание АПОП или содержательный раздел, система оценки результатов и оценочные материалы, программа воспитания и социализации и рабочая программа воспитания,
организационные условия и система условий реализации основной образовательной программы. Если мы обратимся на ФГО среднего общего образования, то мы увидим, что у нас синим выделены те характеристики, которые в АПОП СПО на базе среднего общего образования отсутствуют. И мы их должны с вами программу АПОП СПО на базе основного общего образования включить и сформировать. Поэтому основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, должна состоять из характеристик двух взаимосвязанных частей. Это общеобразовательного цикла и профессионального цикла, обеспечивающего получение квалификации. Следующий слайд. И когда вы разрабатываете АПОП СПО или контролируете содержание АПОП уже разработанной, вы должны будете ориентироваться вот на эту структуру, на данную структуру. То есть мы выделяем целевой раздел, организационный раздел, содержательный раздел и организационно-педагогические условия. Объединив вот эти две части, взаимосвязанные СПО и СО, мы получим содержание АПОП СПО на базе 11 классов. Далее, хотелось бы мне еще отметить следующее, что есть, таким образом, вернее, что если вы реализуете программу по одной специальности на базе среднего общего образования и на базе основного общего образования, у вас должны быть две разные программы. Кроме этого, вообще-то рекомендуется и разделить АПОП по формам обучения, то есть очную, заочную и очно-заочную. Таким образом, по одной специальности у вас сразу может быть несколько АПОП. Я прошла обучение, я понимаю, что это очень большая работа, особенно в связи с вносимыми изменениями ФГОС СПО 4-го поколения и появление программы воспитания и социализации. Поэтому я, пройдя обучение по разработке АПОП СПО, вернее, не обучение, а повышение квалификации, я предлагаю для критического рассмотрения шаблон АПОП СПО. АПОП СПО. Поэтому, кроме этого, какая сложность у вас возникает при разработке АПОП СПО на базе основного общего образования? Это программа развития универсальных учебных действий, и я эту программу вам тоже прилагаю. Ее мы должны разработать на основе примерной образовательной программы среднего общего образования, вычитывая ее и убирая все то, что относится к школе. Сейчас, наверное, эта программа, она будет у вас несколько формализованной. Посмотрите внимательно, вычитывайте то, что вам необходимо, убирайте все то, что вас не касается. А через год, рассмотрев эту программу, вы сможете критически ее пересмотреть и опять сформировать, внедрить в АПОП СПО. Кроме этого, у нас с вами
отсутствует примерная программа воспитания среднего профессионального образования, и поэтому пока у нас возникают сложности с ее разработкой. Но у нас есть примерная программа воспитания среднего общего образования, и вычитывая ее и убирая все, что связано с школой, если у нас она не появится, ну, в марте, самый минимальный срок, то к 1 сентября, к 1 сентября мы ее должны будем уже внедрить, поэтому вот я вам предлагаю для того, чтобы вы смогли реализовать содержание ОПОП, которое я здесь предлагаю, вот эту вычитанную, так сказать, программу на ваше критическое рассмотрение и, соответственно, предложение. Кроме этого, следующий слайдик покажите. Кроме этого, я предлагаю, прежде чем вы будете работать и формировать новую структуру ОПОП, прочитать или, как мой преподаватель на курсах повышения сказал, вычитать вот те статьи закона образования, которые как раз касаются формирования ОПОП, среднего профессионального образования, и использовать ее при формировании ОПОП. Появились некоторые вопросы. Программа воспитания и, наверное, социализации в среднем и программа воспитания в СПО, 2 документа в ОПОП. Нет, это должна быть одна программа. Мы ее ждем и разрабатываем на основе примерной программы, которую нам предложит Министерство просвещения. В СПО нет часов неурочной деятельности. Да, в СПО нет часов неурочной деятельности, но поскольку вы внимательно посмотрите тот шаблон, который я вам предлагаю, и вы поймете, что в этой ситуации, да, это отдельно в школе, это отдельно нагрузка, но речь идет об индивидуальных проектах. Вы прочитайте, пожалуйста, тот шаблон, который я предлагаю, и затем я предлагаю вам обсудить то, что я вам предлагаю в форме шаблона основной профессиональной образовательной программы, и уже затем уже как бы разработать проект. Да, презентацию я вам дам. Кроме презентации у вас, я, как вам сказала, будет шаблон ОПОП на базе основного общего образования. Для ФГОС-4, к сожалению, я смогла только вам предложить. Также будет программа воспитания и программа коррекционной работы. Да, вот эти вот документы и программа развития универсальных учебных действий. Вот эти программы будут прилагаться либо внутри шаблона, либо отдельным документом. И до марта, до того заседания, которое мы с вами будем проводить в марте, продолжая формировать основную профессиональную образовательную программу, я прошу после того, как вы ознакомитесь с этими документами, задать вопросы заранее, чтобы я могла на них ответить. Спасибо большое за участие, за те вопросы, которые вы мне задали. И по поводу курсов я тоже, Елена Владимировна, по-моему, забыла. Я вам, конечно, расскажу, потому курсы очень сложные, материала очень много, и нужно набраться терпения, чтобы пройти эти курсы. Сейчас не буду называть, чтобы это не было рекламой и коррупционной составляющей. Отдельно об этом вам скажу. Спасибо. Следующий вопрос, значит, нам подготовила
вот как раз в рамках программы воспитания Галина Владимировна, она нам расскажет о развитии системы воспитания в профессиональных образовательных организациях Республики Коми, современная тенденция. Я думаю, это выступление тоже будет являться основой для разработки программы воспитания. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада приветствовать членов Республиканского методического объединения по программам среднего профессионального образования. И, конечно, нам очень важно, что мы сегодня работаем вместе с вами. У нас онлайн-трансляция. И, конечно, вопрос, который сегодня я представляю, о развитии системы воспитания в профессиональных образовательных организациях Республики Коми, он носит очень важное значение для понимания, что сегодня задачи поставлены перед руководителями образовательных организаций. Вы знаете, что на прошлой неделе состоялось очень важное совещание с руководителями в Усинске, и я именно данный вопрос представляла руководителям всех организаций среднего профессионального образования. И мы приняли решение на уровне уже министерства, что, наверное, будет правильно, что эту информацию мы доведем и до вас, уважаемые коллеги. И я впоследствии буду транслировать данную информацию при необходимости и на других мероприятиях, которые мы будем проводить, уважаемые коллеги, для вас, для педагогов. Я получила обратную связь от руководителей. Действительно, очень важные сегодня посылы с точки зрения государственных задач стоят перед системой СПО. Поэтому, коллеги, моя задача первая – довести до вас эту информацию. Второе, что вы понимали, что все руководители организаций, ваши руководители, они ее уже приняли как задачу. Ну и третье, что очень важно, что сегодня на уровне Республики Коми сформирована система методического сопровождения классных руководителей, преподавателей, которые включены в систему сопровождения обучающихся. И вот исходя из именно этой важной тенденции, мы решили до вас довести информацию о том же, каким образом сегодня система воспитания рассматривается именно как государственная задача. На наш взгляд, и это федеральная позиция, мы ее принимаем, и на самом деле давно уже транслируем, если каждый из нас не понимает государственных задач, не может их объяснить, тогда никакие процессы, связанные с формированием профессиональных образовательных программ, они не будут достигнуты с точки зрения результативности, потому что знание нормативно-правовой базы и государственной политики – это основа нашей работы. В этой связи, уважаемые коллеги, конечно, нам важно сегодня, я на слайде представляю, понять, какие нормативно-правовые документы сегодня сопровождают систему воспитания. Первая позиция системы воспитания – это единое образовательное сегодня пространство. Система воспитания с точки зрения единых подходов формируется сегодня, начиная с уровня дошкольного образования и на уровне среднего профессионального образования, на уровне высшего образования она рассматривается не как этап заключительный, а как этап, который определяет переход нашего обучающегося уже к самостоятельной трудовой деятельности, именно как активного гражданина Российской Федерации. В этой связи, посмотрите на слайде, очень важно внимание обратить на федеральный закон об образовании. Статья 2, статья 12, статья 30 – это все статьи, которые были изменены, начиная с 1 сентября 2020 года. И в этой связи мы действительно сегодня решили этот вопрос рассмотреть уже после первого выступления, где обозначено было, что образовательная программа сегодня включает рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. Уважаемые коллеги, что нам важно понять? Что сегодня на всех уровнях образования образовательные программы включают
рабочая программа воспитания и календарный план воспитания. Вот то, о чем говорила Вера Павловна, это важно. Это не отдельный документ. Коллеги, почему возникают такие вопросы? А значит, мы еще не обратили внимания на изменения в федеральном законе. Итак, это составляющая часть образовательной программы. Далее, коллеги, очень важная информация от 18 февраля. Вы знаете, что изменены в ГОС уже по 47 специальностям, профессиям системы СПО. И в новой редакции в ГОС уже в каждой специальности, по каждой специальности, уже учтены изменения в законодательстве в области воспитания и организации практической подготовки при реализации образовательных программ. А значит, уважаемые коллеги, мы действительно сегодня измененную в ГОС рассматриваем именно как тот документ, те документы, которые важны для формирования обновленной основной образовательной программы. Но и тот документ, который действительно является уже основой для вашей деятельности, это стратегия воспитания в Российской Федерации. Она тоже изменена была, и я внимание обращаю, что в плане мероприятий по реализации стратегии воспитания, а она была принята в ноябре 2020 года, уже определены уровневые характеристики с точки зрения контроля за процессами, направленными на формирование гармонично развитой и социально ответственной личности. Таким образом, на уровне федерации уже контролируются, коллеги, то, что должны быть сформированы примерные программы воспитания, примерный календарный план. На уровне среднего профессионального образования за это отвечает сегодня Институт стратегии развития образования РАО. Мы уже определились с данным институтом, и они готовы в течение марта провести с нами республиканский семинар. Они уже отрабатываются с федеральными экспертами. Я имею в виду, отрабатывают окончательный вариант данной программы. Поэтому, коллеги, из первых уст мы уже примерную программу будем рассматривать. Но то, что будет на следующих слайдах, коллеги, это сегодня согласовано именно с разработчиками. Вторая позиция. Посмотрите, пожалуйста. Мониторинг внедрения программ воспитания начиная с 2021 года. Поэтому, коллеги, этот документ, он действительно сегодня важен с точки зрения единой профессиональной позиции. Это должны быть действительно программы, которые корреспондируются с общими государственными задачами. Далее, коллеги, с 2021 года на уровне Российской Федерации начинается анализ моделей воспитательной работы для выявления лучших практик. Я хочу вам напомнить, 2 года назад мы с вами принимали участие в конкурсе программ воспитания. Действительно были немножечко другие направления в данной программе, но что важно, у нас есть уже лучшие практики, и мы понимаем, что данные лучшие практики представлены, они были Воркутинским политехническим колледжем, они могут быть использованы, и именно коллеги из Воркуты, они были рекомендованы, и на уровне Российской Федерации они будут проводить экспертизу примерной программы. Коллеги, для нас это очень важно. Поэтому второй элемент нашей задачи управленческой – это, конечно, не только создать программы, но и внутри нашей республики разработать механизм выявления лучших моделей воспитательной работы. И уже с первого квартала этого года, коллеги, посмотрите, пожалуйста, уже начинается мониторинг выполнения данного плана мероприятий, в котором уже заложены те задачи, которые стоят перед системой среднего профессионального образования. В этой связи на уровне, коллеги, субъектов Российской Федерации региональные программы развития воспитания и планы мероприятий по реализации стратегии воспитания, они ежегодно принимаются. Коллеги, я думаю, что вы знаете, что на уровне нашей республики такой план принят. Я думаю, до вас он доведен, а значит, программы воспитания должны быть уже включены именно те ресурсы, которые в данном республиканском плане присутствуют. Далее,
совершенствование компетенций педагогических работников ежегодно на уровне Российской Федерации рассматривается как региональная составляющая, а значит, коллеги, я буду сегодня говорить о том, что необходимо включаться в систему именно республиканских семинаров, и продемонстрирую вам те материалы, которые у нас есть для классных руководителей, но я начала анализировать, я понимаю, что вы тоже можете их использовать. И мы общались с разработчиками, примерно программы воспитания для СПО, они говорят, конечно, то, что у вас есть, это можно использовать. Ну и, конечно, уровень профессиональной образовательной организации. Итак, федеральный государственный образовательный стандарт сегодня уже позволяет вам формировать рабочие программы воспитания, включая календарные планы. А значит, на уровне каждой организации уже должна происходить работа по обновлению содержания и технологий воспитательной работы, исходя, коллеги, из вот этих 3 составляющих. В ГОСы, план мероприятий по реализации стратегии воспитания и, конечно, федеральный закон образования. В этой связи вот у меня справа обозначены такие направления, которые уже на уровне республики отрабатываются именно в контексте стратегии развития. Задачи, которые стоят перед системой среднего профессионального образования. Они немножко, конечно, выходят на другой уровень, чем в системе общего образования. Но что важно? Формирование действительно желания, диагностика желаний и способностей, и учиться, и работать. Формирование, диагностика сформированности активной гражданской позиции. Но, посмотрите, пожалуйста, внимание обращаю на проект образования на ключевую цель. На основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, суверенитет Российской Федерации, патриотизм, целостность государства. Это то, о чем сегодня говорят на уровне всех органов управления системой образования. А значит, уважаемые коллеги, все наши движения волонтерства, добровольчества, наставничества, оно должно работать на единую цель. Патриотизм, активная гражданская позиция, способность учиться, желание учиться и работать на благо республики, на благо Российской Федерации. В этой связи, уважаемые коллеги, конечно, нам очень важно, что приказом Министерства просвещения от 28 августа, тоже об этом уже говорили, внесены изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО. Пункт 12, 20, 28. Это все, что касается сегодня уже подготовки к формированию программы воспитания. А значит, уважаемые коллеги, данные программы к 1 сентября 2021 года, они должны быть уже введены в нашу образовательную деятельность как процесс, который позволяет нам достичь самых высоких результатов. Я знаю, что об этом говорили, поэтому не буду зацикливаться на этом материале, но, коллеги, это важно. Теперь я бы хотела внимание обратить на позицию федерального оператора Института стратегии образования и наших коллег из Федерального института развития образования. Наверное, прекрасно знаете идеолога системы профессионального образования Блинова. И вот мы сейчас отрабатываем тоже с ними, надеюсь, он включится в нашу совместную работу. И хотим вот на что внимание обратить. Мы сейчас вам представим именно те единые направления нашей совместной деятельности, которые есть во всех программах воспитания. Но посмотрите, пожалуйста, на что делает акцент Институт стратегии образования, когда говорит о системе среднего профессионального образования. То есть задачи, содержание, формы и методы воспитания, конечно, зависят от возраста воспитанников. А значит, мы должны понимать, что в системе среднего профессионального образования наиважнейшая наша цель – это именно готовить наших обучающихся к тем ближайшим жизненным событиям, которые важны. Какая ближайшая важная экзистенциональная цель?
это смена социальной роли. От обучающегося через несколько буквально там лет, месяцев он переходит в другой статус. В статус именно экономически и социально активной личности. Поэтому что очень важно, что та система ценностей, система правил, система норм, она очень важна с точки зрения того, что мы вкладываем в воспитание, исходя именно из запроса самого обучающегося. И поэтому формирование патриотизма, гражданственности, уважения к закону, к труду человеку, к памяти защитников Отечества, старшему поколению – это все то, что связано с тем, что принимать решения вот уже в ближайшее время начинает наш выпускник. А значит, ему надо помочь через нашу воспитательную деятельность действительно стать личностью, которая берет на себя обязательства уже. Это очень важно. В этой связи одно из важных, наверное, сейчас для нас решений – понять, какие направления включены в программу воспитания. Сегодня уже вы можете их рассматривать. Это гражданско-патриотическое, это правовое, это этическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, профессиональное самоопределение. Но, коллеги, что важно, что все эти направления объединяет именно очень важная ценность. Очень важная сегодня осознанная готовность трудиться на благо Родины, защищать Родину, уважение к закону и осмысление гражданской позиции. Коллеги, я очень рада, что многие из вас присутствовали тоже, наверное, недели, да, уже дней 10 назад на курсах повышения квалификации, которые вот с Павлом Владимировичем Ладановым мы запустили, и они важны были для осмысления именно ваших представителей, ваших организаций, заместителей по воспитательной работе. И, наверное, столько слов благодарности мы и наш коллега, который является коучем, который является сегодня тренером по социальным сетям, мы давно не получали. Потому что действительно мы понимаем, что когда мы говорим о гражданственности, мы должны понимать, что это уже не высокие слова, а есть инструменты ее формирования, есть инструменты влияния на наше молодое поколение. Поэтому использование всех возможностей социальных сетей, возможностей именно воздействия на молодое поколение, мы должны о них знать, и мы должны правильно это использовать. Поэтому с нами работали 27 человек, это были замы ваших организаций по воспитательной работе. Там же мы представляли и проекты программ воспитания, там же мы с ними работали и по формированию данных программ. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что вы на уровне вашей организации встретились с вашими заместителями, встретились с теми, кто был на данных курсах. Потому что мы представляли и диагностику, мы представляли и инструменты воздействия, мы представляли и подходы к формированию программ воспитания. И календарные планы тоже мы обсуждали. Не знаю, может быть, сейчас обратную связь, но мы говорили, уважаемые коллеги, с директорами организации. Если у вас не будет выстроена коммуникация внутри организации, и каждый, будучи на курсах, на семинарах, далее не обсуждает это, не рассматривает на уровне там, не только директора, не рассматривает на уровне педагогического совета, коллеги, тогда мы не можем с вами сформировать именно то единое пространство и эту единую позицию на уровне организации. Поэтому, коллеги, рекомендую, директора об этом знают, встретиться, обсудить и принять решение на основе именно уже рекомендаций, которые получены на разных источниках. Поэтому, конечно, вот когда мы говорим об инструментах воспитания, вот именно их мы рассматривали и с руководителями, и замами по воспитанию, но разные должности в организациях. Мы рассматривали и общение, и психологический климат, и инфраструктурные элементы. Но еще раз, самое важное, посмотрите на условия воспитания, о которых мы говорили с коллегами. Чтобы программа воспитания, она действительно была эффективной, необходимо учитывать условия воспитания, особенно для студентов, для обучающихся СПО, что через процесс воспитания тоже формируются новые знания. То есть интеллектуальное развитие, оно через воспитание, оно обязательно
должно позиционировать. Эмоциональное развитие. Не количество мероприятий важно. И в календарном плане нельзя рассматривать его, точнее так, нельзя рассматривать его эффективность, если мы говорим, что надо как можно больше мероприятий. Нет. Надо действительно выйти на позицию от мероприятий к событиям, которые важны для ваших воспитанников. Даже не для вас, а для ваших обучающихся, для студентов. Поэтому рекомендации, вот мы обсуждали с Институтом стратегии образования, календарный план и план воспитания, он обсуждается с представителями и родительского комитета, и советами обучающихся. Он обсуждается, потому что это важно для них. Поэтому, конечно, вот те новые впечатления, которые закладываться должны в каждое событие, и приобретение нового опыта через это событие, вот что должно быть в программе воспитания, а значит и в мероприятиях, событиях, которые вы закладываете в календарный план. Ну и с точки зрения проблем, уважаемые коллеги, тоже как рекомендация, уже сейчас вы должны провести свод-анализ. Коллеги, все вы были на курсах, которые мы проводили еще 2 года назад, и я считаю, как управленец, это моя позиция, то, что без анализа ситуации, без анализа внутренней и внешней среды мы никогда не создадим никакой новый документ, который станет основой для нашего развития. Поэтому, коллеги, проведите, вы управленцы, проведите анализ, используйте свод-анализ. С точки зрения управления это очень действенный механизм. И уже на основе свод-анализа, да, можно приступать к разработке нормативного обеспечения, методического обеспечения, системы контроля и оценки, экспертно-методического сопровождения. Потому что это позволит вам увидеть, что сегодня рассматриваются именно как ваши сильные стороны. Каждая организация уникальна. И от этой уникальности вам надо идти с точки зрения именно разработки программ воспитания, корреспондировать это именно с ГОСами, теми специальностями, которые у вас есть, со стратегией развития. Ваши директора защищали стратегии развития организации. Поэтому, коллеги, вот я, может быть, вначале не сказала об этом, но это очень важно. У вас есть стратегия развития. 10 организаций, даже 11, ее защитили. А значит, внутри этой стратегии у вас есть все, что касается ресурсов, которые важны для формирования программ воспитания. Поэтому вы, конечно, должны ознакомиться и взять за основу и вашу стратегию развития. Вы ее обновили, вы ее приняли, ваши коллеги, ваша организация ее представили. Значит, коллеги, это тоже один из важнейших документов для формирования программы воспитания. Вот поэтому такое единство нормативно-правовое и единство с точки зрения подхода к программе воспитания очень важно для нас, для профессионального сообщества. Поэтому инструменты формирования программы воспитания календарного плана, да, могут обсуждаться, но мне было важно до вас донести именно, что надо рассматривать данный вид деятельности как действительно очень важный вид деятельности для каждой организации с точки зрения анализа вашей деятельности и принятия управленческих решений, которые бы сработали уже на результат. Спасибо, коллеги. Я завершаю в этой связи, в завершении, что очень важно. У нас действительно сегодня существует система сопровождения воспитательной работы. С коллегами мы говорили, с руководителями организации СПО, что онлайн-школа для классных руководителей. Там очень важные темы, это бесплатные онлайн-школы. Вы тоже можете использовать и рекомендовать вашим коллегам. А вот курсы повышения квалификации для тех, кто сопровождает систему воспитания. И посмотрите, пожалуйста, вот я демонстрирую наше единое профессиональное окно для всех специалистов по воспитанию. Мы назвали его «Портал для классных руководителей». Мы туда еще встроим и рекомендации для СПО, но он уже рабочий. Вы уже можете использовать всю информацию для формирования индивидуальных маршрутов именно для ваших коллег. Поэтому такие индивидуальные программы для ваших работников, они очень важны для нас.
И для системы СПО вот мы уже приняли решение, мы запустим именно по этому направлению отдельный блок республиканских семинаров, которые, мне кажется, будут очень востребованы и важны именно для категории СПО. Спасибо, коллеги, это вся информация. Мы чуть позже загрузим презентацию, увидела я небольшой недочет презентации, поэтому, коллеги, подгрузим, направим для того, чтобы использовали в работе, но эта презентация есть уже у директоров. Наверное, все. Коллеги, если будет вопрос, задавайте. Я знаю, что сейчас с нами уже представители Сыктывкарского политехнического техникума. Коллеги, сразу хочу поблагодарить вас, потому что мы первоначально вас хотели включить в республиканский семинар по именно инструментам оценки и самооценки классных руководителей, но исходя из того, что было такое совпадение, мы посчитали, что важнее, что выступили вы сначала перед профессиональной аудиторией, которая очень сегодня важна для нас с точки зрения ее сопровождения. И я очень надеюсь, у меня отчества нет. Я очень надеюсь, что наши коллеги... Да. Яна Александровна и Владимир Дмитриевич, спасибо, что вы приняли наше предложение, что вы в дальнейшем будете тоже совместно с нами работать. Да? Да. Спасибо. И в продолжении нашей с вами совместной работы, коллеги, очень важно, что мы сегодня говорим и об оценке и самооценке. Вот параллельно, вот сейчас буквально несколько минут назад завершился республиканский семинар для классных руководителей. Коллеги, тоже можете подключиться, посмотреть, он есть у нас в профессиональном видеозале. А сейчас мы говорим именно в теме среднего профессионального образования. Я очень надеюсь, Яна Александровна, что ваша информация будет очень важна для коллег. И я думаю, что, может быть, в дальнейшем и отдельно еще вебинар проведем по данной теме. Хорошо? Коллеги, я передаю вам слово. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Зовут меня Можигова Яна Александровна. Я работаю в Сыктывкарском политехническом техникуме и в настоящее время являюсь руководителем группы студентов второго курса, обучающихся по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Тема моего доклада – это особенности классного руководства в профессиональном образовательном учреждении, оценка и самооценка эффективности деятельности классного руководителя в профессиональном образовательном учреждении. Главной целью для профессиональной организации образовательной является подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего профессиональными и моральными качествами, востребованными рынком и обществом, способного ставить и достигать личностно значимые цели. В современных условиях для достижения этой цели значительно вырастает роль именно воспитательной функции образовательных организаций и, конечно же, усиливается значение классного руководителя. Нужно отметить то, что с каждым годом все больше растут требования к классному руководителю, и поэтому нам приходится постоянно искать все новые формы и методы работы со студентами, ну и также определять новые подходы к оцениванию деятельности классного руководителя. Хотелось бы отметить, что средствами воспитания должны выступать личный пример и авторитет классного руководителя. И для этого необходим постоянный мониторинг результатов работы классного руководителя, а также мониторинг развития личности студента и коллектива. Главная задача мониторинга – выяснить, насколько процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности студента для того, чтобы обнаружить и решать наиболее острые проблемы, чтобы анализировать, чтобы обобщать и распространять позитивный опыт. Принятие своевременных мер по совершенствованию процесса воспитания позволит качественно решить государственную задачу
подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем ответственности, патриотизма, морального и гражданского сознания. Воспитание студентов в техникуме строится с учетом его специфики, с учетом направленности профессиональной подготовки, региональных особенностей и традиций. Основой своей воспитательной работы я считаю создание в группе условий нормального воспитания и развития личности каждого студента. Это гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса, демократические принципы и стиль общения между преподавателями и студентами, разумная дисциплина и порядок как условия защищенности в образовательном пространстве, возможность проявления студенческих инициатив и их поддержка со стороны педагогического коллектива. Деятельность куратора или руководителя группы имеет систематический и планомерный характер. Начинать работу мы должны сразу же с первого дня, как только к нам приходит студент обучаться на первый курс. Причем, конечно, особое внимание следует уделять этапу адаптации студентов к обучению в новом коллективе и образовательной среде, как основе формирования коллектива группы. Залогом успеха работы с каждым студентом и с каждой группой в целом является установление тесного контакта с семьей студента. Делать это нужно сразу, учитывая тот факт, что период адаптации к новой учебно-воспитательной среде есть не только у студентов, но также и у их родителей. Несмотря на то, что воспитательные функции в образовательном учреждении призваны выполнять все педагогические работники, но, конечно же, основная роль лежит именно на классном руководителе. И я, как классный руководитель, стараюсь выполнять следующие главные свои функции. Это своевременно информировать студентов об итогах успеваемости, внеклассных мероприятиях, каких-то экскурсиях, культурно-массовых мероприятиях. Обязательно контролирую успеваемость и посещение занятий студентами группы. Также выявляю учебные и научные интересы студентов, привлекаю студентов к самостоятельной учебной и исследовательской работе, содействую в разрешении конфликтных ситуаций, если они, конечно, возникают, способствую социальной адаптации студентов, поддерживаю контакты с родителями, законными представителями по мере необходимости. Да, опять же, это вопросы дисциплины, посещаемости, успеваемости. В качестве средства оценки эффективности деятельности руководителя группы мною используются различные подходы и методы. У меня полностью сформирован пакет документов классного руководителя, или по-другому мы называем его дневник педагогических наблюдений. И вот ведение такого дневника позволяет проводить самоанализ и коррекцию своей педагогической деятельности. В нашем техникуме есть утвержденная форма такого дневника педагогических наблюдений. Как бы так его показать? И такой дневник ведут все наши руководители групп, классные руководители. И данный дневник имеет следующую структуру. Первое – это общие положения. Туда входит нормативно-правовая основа, направление деятельности классного руководителя, циклограмма работы классного руководителя и документационное сопровождение работы по руководству группой. Также в таком дневнике мы указываем во втором разделе все данные о группе. Это количественный состав, это актив группы, это студенты, которые состоят на внутреннем учете техникума или на учете субъектов профилактики, и семьи, находящиеся в социально опасном положении. В третьем разделе мы фиксируем сведения о студентах группы, это их личная информация, адреса, номера телефонов, сведения о родителях и так далее. В четвертом разделе индивидуальная работа со студентами. Пятый раздел – это работа с родителями. И шестой раздел – это лист контроля.
Дневник педагогических наблюдений может служить инструментом для оценки и самооценки деятельности классного руководителя, потому что в нем мы отражаем практически абсолютно всю нашу работу, которую мы проводим с группой. Кроме этого, ежемесячно в нашем техникуме все руководители групп оформляют, заполняют лист самооценки руководителя группы. Лист самооценки на самом деле довольно содержательный, он очень обширный. В него входят такие разделы, как воспитательная деятельность, сохранность контингента и ведение документации. Каждый из этих разделов содержит следующие виды деятельности. Это наличие плана воспитательной работы в группе, оформление ведомости успеваемости группы, оформление ведомости посещаемости, ведение дневника педагогических наблюдений, индивидуальная работа со студентами, участие студентов в группе в массовых мероприятиях воспитательного характера, которые проходят на базе нашего техникума, также участие студентов группы в мероприятиях, которые проходят вне техникума, это может быть муниципальный уровень, республиканский или всероссийский, также проведение тематических классных часов, посещение музеев, выставок, кинотеатров и так далее. Работа по развитию студенческого самоуправления, добровольчества, наставничества среди студентов группы. Отсутствие в группе студентов, которые состоят на внутреннем учете в техникуме, совершение студентами группы противоправных деяний, опять же, посещаемость, успеваемость занятий, посещение общежития в течение месяца, мероприятия, которые обеспечивают взаимодействие с родителями, содействие студентам группы в заключении договоров о целевом обучении, официальное трудоустройство, своевременная сдача планирующей и отчетной документации. То есть все вот эти пункты мы оцениваем сами, то есть каждый классный руководитель делает самоанализ своей работы ежемесячно. И введение вот такой системы оценки деятельности, он позволяет решить ряд задач. Это стимулировать повседневную системную работу классных руководителей, повысить мотивацию руководителя группы к успешной деятельности и определить объективные критерии для выбора кандидатов на материальное стимулирование и поощрение, что актуально в рамках введения новой системы оплаты труда. Кроме этого, одним из инструментов оценки деятельности классного руководителя может являться, ну вот мы, например, в учебном кабинете оформляем классный уголок группы, так называемый экран группы, который позволяет отразить деятельность самих студентов, а также отразить и эффективность работы классного руководителя. Мы обновляем на этом стенде полезную информацию, которая связана с профессией, например, или же связана с какими-то мероприятиями, которые проходят в техникуме. Также хорошей мотивацией для студентов является рейтинг успеваемости в группе, который обновляется каждое полугодие по итогам промежуточной аттестации. Также все грамоты, благодарности, дипломы, которые получают ребята, мы тоже размещаем на этом стенде. В принципе, тоже в нем отражена эффективность работы классного руководителя. Также одним из инструментов оценки эффективности деятельности классного руководителя может быть, например, анкетирование студентов. Допустим, такие анкеты, как классный руководитель глазами студента, ученик-учитель, современный классный руководитель. Это может быть даже проведено анонимно такое анкетирование или опрос, чтобы, возможно, получить даже более достоверные данные. Опросники, например, могут содержать такие вопросы, как
какую роль в группе выполняет классный руководитель, что бы вам хотелось перенять от своего классного руководителя, чтобы вы посоветовали своему классному руководителю, или какой самый необычный классный час проводил ваш классный руководитель, и так далее. То есть вопросы можно составлять любые, была бы фантазия. И уже при анализе такого опросника, такого анкетирования руководитель группы может понять, довольны ли студенты его работой, что можно изменить в своей деятельности, может, на кого-то нужно обратить внимание, может, кому-то из студентов не хватает внимания, например, от классного руководителя и так далее. И я считаю, что в заключении хочу сказать, что идеальный классный руководитель – это высоконравственный, обладающий многосторонним знанием образованный человек, имеющий опыт практической деятельности, владеющий педагогическими тонкостями обучения подростков. И, конечно, хотелось бы сказать, что на самом деле роль классного руководителя, она очень важна, она неоценима, потому что иногда даже многие студенты называют классного руководителя второй мамой и постоянно обращаются за помощью, за поддержкой. И когда даже мы выходим из техникума, наша работа на этом не кончается. Спасибо. Какой-то вопрос. Какие оценочные средства вы применяете ежемесячно? Система оценок. Система оценок чего? Не знаю. Вопрос не поняла. Коллеги, у меня на этом все. Так, спасибо, Яна Александровна. Очень приятно, что такой молодой педагог уже имеет опыт, который транслируется на всю республику. И следует отметить, что сопровождением воспитания у нас Сыктывкарский политехнический техникум всегда отличался, и поэтому не зря в сегодняшнем заседании еще второй человек у нас должен был обобщить свой опыт. Владимир Дмитриевич Горбонос, особенности классного руководства в профессиональном образовательном учреждении, но, к сожалению, он приболел, и поэтому мы его не сможем заслушать. Поэтому я на сегодняшний день завершаю нашу программу и наше заседание. Значит, что касается моей презентации, презентация будет вам направлена на электронную почту, также и те документы, о которых я говорила. Это шаблон АПОП, это всего лишь шаблон, поэтому, пожалуйста, критически отнеситесь к тому, что там написано. Задавайте мне вопросы, я на них отвечу. Если их будет много, то отвечу каждому лично. Если я смогу их сгруппировать, то я их отвечу на них отвечу на следующем заседании РУМО нашего. И также я хочу сказать, чтобы вы критически отнеслись к тем программам, о которых я говорила. Это всего лишь пока что набор характеристик. Это не программа к действию, это набор характеристик, которые вы должны будете подработать, доработать и использовать затем при разработке своих программ, о которых я говорила. Поэтому спасибо большое за участие. Сегодня очень много, участников, которые подключались к нашей программе заседания. Всем большое спасибо. До встречи.